Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Добро пожаловать на всех языках мира. Казань продолжает встречать участников мирового чемпионата WorldSkills. Кто приехал со своим символом победы, а кто мечтал попасть в Казань еще с детства? Об этом Алия Хайрудинова. Зачем портить красоту? Это достояние всех казанцев и приезжих. Вандалов, которые разрисовали набережную Кабана, нашли. Что теперь им грозит, узнавала Зарина Ахметова. Дело молодое. В 23 у меня своя квартира. Как молодежи Татарстана получить свое жилье и какую роль в этом играет общественная деятельность, выяснял Рамиль Шайдуллин. Весть о пропавшем спустя 76 лет. Лейтенант Крупнов Александр Леонидович, уроженец города Казань. На дне Таманского залива обнаружили обломки истребителя, которым, возможно, управлял летчик из Татарстана. О поисковой операции Анна Городнова. Их ждут, и они прибывают. Казань встречает участников мирового чемпионата WorldSkills. К нам прилетают 63 команды со всего мира. До чемпионата рабочих профессий всего пара дней. Чем планируют заняться участники команд? Почему берут с собой льва? И зачем участнику из Кореи вертолетный завод? Ответы в репортаже Алии Хайрудиновой. Они видят знакомые слова и начинают улыбаться. Их встречают, а значит, ждали. Команда из Нидерландов в рыжем и со своим символом победы – львом. Хочется посмотреть достопримечательности Казани. Мы слышали про этот город, но сегодня день для отдыха. 5-часовой перелет утомил. Быстрее сдать багаж и сразу в автобус. Но перед камерами об усталости забывают и даже дарят небольшой презент. Тоже рыжего цвета. Oh, thank you very much. It's the first present. I think we are going on excursion. Думаю, что мы посетим экскурсии, а еще мы будем участвовать в проекте «Одна школа, одна страна». Дальше посмотрим. Пару часов поспим, потом посмотрим достопримечательности. Я ничего не знаю про Казань, но мне уже нравится. Классный у вас аэропорт. Сразу видно, кто за комфорт во всем. Почти у всех участников из Южной Кореи авиаподушки. Выспались в пути. Сейчас время для фото и эмоций. Кто-то уже видел Казань на страницах учебника и мечтал здесь побывать. Я собираюсь посетить вертолетный завод, потому что слышал о мощи этого завода. Он в обязательном плане. И у каждой команды свой клич победы. У кого-то целый гимн с танцами, который не стеснит даже автобус. А кто-то напористо, краток и уверен. В конце августа все дороги ведут не в Рим, а в Казань, потому что именно в нашей столице проходит чемпионат мира WorldSkills. Встречают участников команд из разных стран волонтеры, а позже вот на таких автобусах они отправляются в деревню Универсиады. Сегодня Казань еще встретит команды из Индии и из Монголии. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Ресторан на 2000 мест, шведский стол и 5-дневное меню. Питание гостей и участников чемпионата по рабочим профессиям будет организовано на 3 площадках. На Казань-Экспо, в деревне WorldSkills и Академии тенниса. Меню согласовано с Роспотребнадзором. Кухня европейская, азиатская, татарская и халяль-меню. Наша основная обязанность и большое желание создать атмосферу праздника в Казани для всех гостей, для наших горожан, для всех, кто приедет принимать участие. И это задача, которую мы всегда себе ставили, чтобы люди не просто посетили чемпионат, не просто увидели, не просто приняли участие в состязаниях, но увезли частичку тепла, радушия нашей гостеприимной Казани. Машины закуплены, путь продуман. Для перевозки участников WorldSkills предусмотрены 26 основных и 27 резервных маршрутов. Уже сейчас работают 202 автобуса туристического типа, 24 городского и 59 микроавтобусов. Справятся ли они с пиковым наплывом гостей и какую специальную подготовку проходили водители, узнал Сергей Хайдаров.
В 6 утра автопарк. С самого рассвета здесь кипит работа. Перед отправкой каждый автобус проходит тщательную проверку. Кстати, водители тоже. К ним вообще перед чемпионатом мира требования особые. Нужно и английским владеть, и новые маршруты знать от и до. Возили нас специально по маршрутам, изучали маршруты. Ну так, как себя вести, культура обслуживания, внешний вид. Автобус, чтобы был чистый. Если водителей на чемпионат взяли самых опытных, то машины наоборот. Большинство абсолютно новенькие. Уже сейчас по городу туда-сюда курсируют чуть меньше 300 автобусов по 26 основным маршрутам. Оборудована система навигационная. То есть все машины, они под наблюдением находятся как транспортного предприятия и также операционного штаба дирекции. Кстати, проехаться на этих автобусах могут не только участники. Для зрителей также работают бесплатные шаттлы. Бесплатно организована эта площадка Леруа Мерлен, станция метро Дубравная и Мега. Оттуда будут ходить городские автобусы, 24 единицы. Кроме этого, организован бесплатный проезд на общественном транспорте города Казани для волонтеров и аккредитованных лиц. А это уже аэропорт. Чем ближе электричка, тем больше становится понятно. Этот транспорт пользуется популярностью. Минут 10, наверное. Очень быстро добрались? Да, быстро. Удобно там ехать? Удобно, комфортно. Очень удобно. Посмотрели Казань, первый раз проехали по этому маршруту, достаточно интересно. В течение чемпионата часто будете электричкой пользоваться? Каждый день. Благодаря чемпионату WorldSkills теперь добираться из аэропорта до Казани гораздо удобнее и быстрее. Организаторы убрали несколько промежуточных остановок. Весь путь занимает не больше 20 минут. В день такие электрички делают 40 рейсов. И за все время проведения чемпионата здесь планируют перевести 30 тысяч человек. Всего же, по подсчетам организаторов, в рамках чемпионата в республике побывают 250 тысяч человек. Чтобы всем им было комфортно и они никуда не опаздывали, транспорт уже сейчас работает в усиленном режиме. Пиковые дни загрузки ожидаются в день открытия и закрытия чемпионата. Стартует он уже через 2 дня. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Пока одни украшают город перед гостями, другие его осквернили. В выходные группа молодых людей изрисовала набережную озера Кабан. Подозреваемых сегодня задержали. Автор живописи, 23-летний житель Самары. О том, что теперь ждет художников, расскажет Зарина Ахметова. От следов вандализма на набережной Кабана уже практически избавились. Не смогли стереть только надпись на этой красной скамейке. Пока она остается здесь как напоминание ситуации, которая произошла в эти выходные. К слову, она не прошла бесследно и для самих хулиганов. Первой тревогу подняла помощник президента республики Наталья Фишман-Бекмамбетова. На фото, которое она разместила на страничке в соцсети, все работы ночных художников. Произошедшее в ночь с пятницы на субботу поймали и камеры наблюдения. На кадрах видно, как один из парней достает маркер и начинает рисовать. Двое наблюдают, а потом ребята сталкивают в воду пакеты с мусором. Казанцы действия компании не оценили. Это достояние всех казанцев и приезжих. И поэтому это, конечно же, совершенно некрасиво и неответственно. Я считаю, что таких людей нужно наказать. Это неправильно, нельзя этого делать. Бывают, да, граффити красивые, там такие актуальные. И в тех местах, где, в принципе, они не мешают, не портят вид города, там... Тогда да, почему нет? А если это просто там написать матерное слово фломастером где-нибудь на лавочке, ну это уже, конечно, не есть хорошо. Полиции Казани удалось найти хулиганов. Двое оказались просто свидетелями, а главный подозреваемый – житель Самары. По факту нанесения надписи на набережной озера Кабан сотрудники полиции задержали жителя Самары 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 «Вандализм». Ведется расследование. Известно, что подозреваемый свою вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Что ждет ночного художника? Штраф или общественные работы? Пока неизвестно. Но забот городским службам такое искусство точно прибавило. Некоторые казанцы и сама помощник президента республики предлагали вандалу самому стереть свои надписи. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Кто помогал удалить граффити на набережной? Как решить проблему с вандализмом? Мнение Натальи Фишман-Бекмамбетовой читайте в интернет-газете «Реальное время». Квадратные метры за трудовые успехи. До конца конкурса социального жилья для молодежи остается неделя. За 7 лет квартиры получили 217 молодых татарстанцев до 30, а если они ученые, то до 35 лет. Если они работают в сфере молодежной политики, то имеют шанс заехать в свое новенькое жилье. С теми, кто так и сделал, поговорил Рамиль Шайдулин.
23, у меня своя квартира. А еще хорошая работа и низкая ипотечная ставка. Александр Токарев – один из тех молодых татарстанцев, кто получил новенькое жилье за свой труд. Как стать? То есть мы, нас всего 45 человек в году бывает, это те, кто победили конкурс на получение жилья в рамках программы социальной ипотеки среди лидеров молодежной политики. Ей Александр занимается со студенческой скамьи. В копилке победы в республиканских конкурсах, а за плечами организация крупных событий. В этом году предполагается непосредственно участие не только лидеров общественных организаций, но и всей той категории молодых людей, молодых семей, которые внесли свой вклад в реализацию молодежной политики. За 7 лет квартиры получили 217 татарстанцев. Всем им не нужно было стоять в очереди, и, по словам его кураторов, это одно из основных его отличий, поэтому желающих всегда много. Уже имеется заявок на 50 человек, которые непосредственно будут претендовать на победу в этом конкурсе. Еще ожидается около 15-20 заявок. К слову, у желающих остается порядка недели. Главное, а, быть не старше 30 или 35 лет, и, б, нуждаться в жилье. Для жителей Казани, Челнов, Чистополя и других крупных городов республики это квартиры в подобных многоэтажках. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Весть о пропавшем спустя 76 лет. Лейтенант Крупнов Александр Леонидович, уроженец города Казань. На дне Таманского залива обнаружили обломки истребителя, которым, возможно, управлял летчик из Татарстана. О поисковой операции Анна Городнова. Белый лебедь, бомбардировщики и фигура от пилотажной группы. С авиационного праздника «Я выбираю небо». Салават Мухаммадуллян. Что завод КАМАЗ планирует выпустить на автомобильный рынок в ближайшее время, как управляется новый автомобиль и чем сейчас живут заводчане. Сегодня на одно из крупнейших предприятий страны, завод КАМАЗ, приехал председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. О чем говорили, расскажет Дмитрий Аренин. Вы в машине встанете. Ой-ой-ой! Слушай, удобно. Сразу с порога научно-технического центра КАМАЗа тест-драйв. Фарид Мухаммедшин не удержался и порулил новинкой завода – магистральным тягачом. Причем своеобразным штурманом стал Владимир Чагин. Так, в целом впечатление. Не тяжело будет. И мощь, да? Это сделано в Татарстане. О том, что эту и другие модели КАМАЗа нужно лучше продвигать на мировые рынки, говорили на встрече с работниками предприятия. Ноги в руки, искать покупателей, по миру носиться. Сейчас на КАМАЗе работают почти 33 тысячи татарстанцев. Это как население небольшого города. Более четверти сотрудников – молодежь. Как говорят заводчане, им грех жаловаться. КАМАЗ ведет активную социальную политику. Это и поддержка ветеранов производства, помощь по программе «Мать и дитя», а особо ценные работники получают специальный соцпакет. Фортуна была? Везет тем, кто везет. Фортуна была, нет? Попутный ветер, конечно. Какой попутный ветер? От производства разговор перешел к городским делам. Нужно строить детские сады, благоустраивать дворы и развивать спорт, говорят заводчане. Необходимо внимание и помощь со стороны республики, которая будет направлена на возрождение и создание профессиональной команды, профессиональных команд в определенных видах спорта. В этом заинтересован должно быть само руководство, профсоюзный комитет и администрация города. Какое-то коренниковое базовое предприятие выступило спонсором содержателя. Это же и вам рекламу делают. И почему так не берется ночью, и между собой стоит, он там схватывается для того, чтобы кто-то футбол, кто-то хоккей вел. Это потому что реклама. Такие встречи Фарид Мухаммедшин проводит регулярно. Как говорит, это хорошая возможность не только обсудить производственные дела, но и поговорить о насущных проблемах людей с глазу на глаз. Дмитрий Аренин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Нужно искать активных людей, заинтересованных в сохранении села и развитии фермерских хозяйств, и оказывать им поддержку, сказал сегодня Фарид Мухаммедшин. В Тукаевском районе он провел совещание по деловой активности сельчан. Как расширить возможности сбыта, узнавал Рамиль Шайдуллин. И смотрим, вот оно проросло. Еще вчера его убрали с полей, сегодня оно само дает всходы. Так в лаборатории оценивают качество отдельных зерен. Контролируем схожесть, жизнеспособность. Завод занимается подготовкой семян 15 видов. После тестов и лабораторных исследований именно здесь дает гарантию на будущий богатый урожай. Не
Не менее важны картофель, молоко, мясо. Сельхозпродукция для района одно из главных богатств. Здесь производят 15% всего объема республики. Какая урожайность сегодня уже? Урожайность сегодня, значит, вот реальный показ, значит, проверенный, порядка до 400 центнеров, это 40 тонн Аллага шекера. С машины, с колес. Очередь. Фариду Мухаммедшину представляют ассортимент продукции. Фермеры района и не только съехали сюда, чтобы обсудить общие проблемы. Здесь или не хватает настойчивости глав поселений, или требовательности глав городов и районов нашей республики, для того, чтобы вы находили деловых, возможно, активных людей на своей территории села, деревни. Встреча в формате диалога. Тема семинара – повышение активности на селе. В зале актив 15 районов. Встреча завершает серию семинаров. Они уже прошли в Аксубаево, в Телючах и Зеленодольске. Я скажу так, на каждой площадке, которую мы провели в этом году, был такой же заинтересованный и ответственный разговор. Предложения разные. Одно из них – о сбыте продукции селян. Надеждой большинства на кооперативы. За месяц мы перерабатываем 8 тонн грибов. Но в перспективе еще есть расшириться, производить больше. Для этого фермеры пользуются господдержкой. Гранты по федеральной программе в Татарстане получили уже 4 кооператива. В них вложили 88 миллионов рублей. Средства должны помочь довести молоко и мясо из подворий до конечного потребителя. Рамиль Шайдурин, Ильшат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. «Единая Россия» продолжает оповещать жителей о предстоящем голосовании. Специальные площадки сегодня были организованы в Казани. Одна из них в парке Победы, другая в парке земледельцев. Волонтеры рассказали населению о своем проекте «Мой депутат» и предвыборных предложениях кандидатов. За последний месяц партия провела более 1500 таких акций по всей республике. В Казани это 16 точек. Рассказывает о кандидатах, поэтому нам удобно так. Время у меня есть, но я думаю, знакомиться почитаю. В преддверии выборов очень удобно посмотреть, и выбрать. «Справедливый рост» Татарстана сегодня проводили промежуточные итоги своей предвыборной кампании. В каждом округе кандидаты в депутаты уже успели провести более 100 встреч с избирателями. В текущем режиме идет участие в дебатах. В планах выпустить новые предвыборные ролики и напечатать дополнительную партию буклетов. Также в республиканском штабе партии готовят программу визита в Татарстан депутата Госдумы Олега Шейна. Конечно же, как руководитель мне всегда нахожу какие-то критические вещи. Хотелось бы более активности от работы кандидатов в наших округах. Не все округа работают активно. В целом кандидаты проводят сейчас уже 2-3 встречи в день. 20 дней остается до выборов. Будут ли жители республики голосовать? За кого и почему? Мы узнали у прохожих на улицах Казани, Альметьевска и Нижнекамска. Конечно, пойду на выборы, но пока не определился с кандидатами. Выборы, конечно, пойду обязательно, но пока еще не могу сказать. Если честно, еще не знаю, какие кандидаты есть, но пойду, да. Пойду, захожу. Секрет. Пойду, а голосовать это мои проблемы. Я сама решу. Пойдем? За кого будете голосовать? Пока не определился еще. Пока не определилась. Да, пойдем. За кого будете голосовать? За «Единую Россию». А почему? Пока все устраивает. Справедливость. Да. Почему? Потому что чтобы справедливость была. Да. «Единую Россию». Почему? Мне нравится Путин. «Единая Россия». Почему? Постоянно за нее голосуем. Он считался погибшим в бою, но его так и не нашли. И вот спустя 76 лет вести пришли с Таманского залива. Речь о татарстанском летчике Александре Крупнове. В 43-м его истребитель был подбит. В июле этого года поисковики из Краснодарского края обнаружили обломки самолета и сейчас разыскивают родственников погибшего пилота. Детали выяснила Анна Городнова. В этом месте, в 150 метрах от берега, обнаружен советский истребитель. На дне Таманского залива Краснодарского края ЛАГ-3. Одноместный самолет-разведчик, перехватчик и истребитель-бомбардировщик. Стоял на вооружении советской армии во время Великой Отечественной. Именно он, предполагают поисковики, был подбит в 43-м. Предположительно, пилотировал этот истребитель летчик с 979-го истребительного авиаполка
лейтенант Крупнов Александр Леонидович. Он у нас в книге памяти числился уже погибшим 25 февраля 43-го. Правда, не было точно указано место. Казанские историки подтверждают, Александр Крупнов родился в Казани в 1918 году. В армии с 20 лет. В архиве данные о его 2 наградах – Ордене Красного Знамени и Красной Звезды. Был замкомандира авиаэскадрильи. С разбитым рулем летчик успешно атаковал танки и машины противника. Последнее донесение этой дивизии воздушной, да, о том, что он не вернулся из боя над Таманским заливом. Там указан адрес его матери в Дубьясском районе, в Алатыре. И вот почему, конечно же, 100% совпадает информация. Ребята действительно нашли его самолет. Мать Александра Крупнова жила в Дубьязах. Больше о родственниках информации нет. Но известно, что призывался в армию пилот из Крыма. Так что, возможно, и там его знали. Сам самолет сейчас находится на дне Таманского залива. Кабины пилота вниз. Останков пока не обнаружено. Как только их извлекут, передадут для захоронения в Татарстан. А сам истребитель восстановят и установят как памятник погибшим летчикам в Тебрюкском районе Краснодарского края. Поисковики и сейчас обращаются к семье летчика Александра Крупнова и просят позвонить по телефону, указанному на экране. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Военные самолеты, высший пилотаж от мастеров и эстафета флага WorldSkills. Так в Казани прошел праздник «Я выбираю небо». У облаков летали стратегические бомбардировщики Made in Татарстан. На земле проходили мастер-классы. Как отметили День авиации в одном из центров авиапромышленности страны, расскажет Салават Мухаммадуллин. В небе над Казанью медведи, и это не оговорка. Так в мире прозвали стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Они единственные в своем роде. За ними в небе белый лебедь, флагман российской дальней авиации Ту-160. Чтобы все успели его разглядеть, сверхзвуковой самолет летел непривычно медленно. Какие красивые вы самолеты для нас делаете. Я хочу вас всех поблагодарить, потому что не во всех городах нашей Российской Федерации такие праздники традиционно проводятся. Пока в небе летают заветные для всего мира бомбардировщики, на земле за ними смотрят те, кто их собирал. Стратегическая авиация. Я горжусь тем, что я испытывал вот эти самолеты. Пока мы разговариваем, в небе появляются сверхзвуковые Ту-22М3. Их модернизированную версию сейчас производят в Казани. Татарстан в этой дружной семье авиастроителей занимает не последнее место. Мы производим самолеты, вертолеты, авионику, машиностроительное направление у нас в области авиации развито. В небе еще одно детище Капо Ту-214. Это его секретная версия, поэтому он и в таком окрасе. Не успевает он улететь, как на горизонте появляется пилотажная группа «Русь». Их фирменные «Мертвая петля» и бочки. Во время полета зрители, кажется, и забыли про свои гаджеты. Первоклассные летчики. Молодцы. Мы очень удивлены. А в восторге вообще от наших самолетов, что это вообще в нашем городе такая мощь вообще, как нам очень впечатлило все. Выбрал небо в этот день и флаг WorldSkills. Его привезли в столицу мирового чемпионата на вертолете. К нам приехали лучшие специалисты, лучшие мастера своего дела 63 стран. И молодые наши профессионалы, их наставники, их учителя будут показывать нам свой профессионализм. Следующая остановка флага – уже открытие самих игр. Чемпионат мира по рабочим профессиям начнется уже меньше, чем через неделю. Я очень рад видеть, как Казань, республика и вся Россия готовятся принять его. Праздник «Я выбираю небо» прошел уже в 7-й раз в истории. Это стало доброй традицией для столицы республики, одного из центров авиапромышленности страны. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На этом все. До встречи в 21:30. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарс банком. Примите удобное положение и расслабьтесь.
Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Весь август «Лада Канавта» дарит всем покупателям автомобиля «Лада» сигнализацию с автозапуском. Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 100 тысяч рублей. Телефон 230 30 30. Здесь такой чистый воздух и так много солнца, что именно здесь собирают бета-чай. Бета-чай. Для самых любимых. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 110 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов. Однушка от 1 900 000. Звоните 248 72 20. Только в августе в автоцентре «Марка». Бери Datsun сейчас, а деньги потом. Подробнее по телефону 4 пятерки 3 семерки и на mdefisdatsun.ru. Только в августе все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, пляж с бассейнами и 5D кино. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Tom qolarliq Go'zal Urazova, Oydar G'alimov, Rishod Tuhfatulli ham Totar estradasining populyar artistlari Bulg'ar radiosi bayram konsertini taqdim etdi. 30 avgust Qozon Piramida. Biletlarni sotib olishga ulgurgis. Bayram konsertining partnyori Kanavta. Здравствуйте. О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики преимущественно облачно, плюс 28, 29. На северо-востоке Татарстана пасмурно, но сухо, плюс 26. На севере Татарстана возможен дождь, также плюс 26. На северо-западе республики пасмурно, без осадков, плюс 25. На юго-западе Татарстана переменная облачность, плюс 26. В центре Татарстана солнца видно не будет, до плюс 28. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез? Да что в упаковке? Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Спонсор показа – ПАО «Акбарсбанк». Акбарсбанк – это универсальный банк, предоставляющий все виды банковских операций на рынке финансовых услуг, как для частных, так и для корпоративных клиентов. Акбарсбанк – банк решений для вашей жизни. В Казани будет облачно, без осадков, плюс 25-27. Ветер умеренный, атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно.
Прогноз погоды представлен сетью клиник «Медэксперт». «Медэксперт» – это опыт работы 10 лет. 3 медицинских центра, врачи высшей категории, современное оборудование и методы лечения. В клиниках «Медэксперт» вы можете пройти диагностику мочеполовой системы у ведущих урологов и гинекологов, пройти УЗИ обследование экспертного уровня и получить необходимый курс лечения. А в честь нашего юбилея мы дарим 10% скидки на все услуги клиники.